И когда говорят о провокациях со стороны митингующих, мне хочется задать один вопрос. А вам не кажется, что у нас есть повод выходить на акции протеста, и его дали вы? Грубо говоря, вы и есть провокаторы, ведь... Первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, 15%, то есть 22 миллиона. 22 миллиона людей живет за чертой бедности. 22 миллиона. Это пол Украины. Это больше, чем Сирия. Вы хотите сказать, что это не повод выйти и спросить, а как так получается-то? Ведь страна обладает колоссальными ресурсами, где доходы-то от них? У кого спросить, где прочитать? Где прочитать, к сожалению, не знаю. Но, возможно, официальное расследование Tax Justice нам ответит на этот вопрос. Вы, кстати, Владимир Владимирович, не читали, нет? Я читал эти отчеты. А чего с нами не поделились, Владимир Владимирович? Ну ладно, понимаю, с такой рыбалкой наверняка забылось. Я сам прочту, не волнуйтесь. Не надо. Надо. По подсчетам Tax Justice на данный момент на счетах в офшорных зонах находится 800 миллиардов долларов, которые были выведены из Российской Федерации. 800 миллиардов долларов. Это 2 золотовалютных резерва. Это 4 российских бюджета. То есть страна может 4 года не взимать налогов от слова вообще. Только не думай, что туда их еще в 90-е вывели. Тенденция по выводу денег в офшоры сохраняется, как ни странно, по сей день. Неутешительные цифры обнародовала сегодня Счетная палата. За период с 2013 по 2015 годы из России незаконно выведены 1 триллион 200 миллиардов рублей. Дайте угадаю. Никого не поймали? А привлечь к ответственности никого не удалось. Вот уроды.